Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Президент Абхазии Аслан Джания совершил рабочую поездку в Гагарский район. Глава государства интересовался ходом выполнения его поручений по пресечению незаконного потребления электроэнергии, в частности, деятельности фирм по добыче криптовалют. Глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш доложил президенту об обстановке в районе и запланированных мероприятиях по борьбе с майнерами. В совещании также приняли участие председатель Гагарского районного собрания Астан Агрба, руководители районных отделений правоохранительных и налоговых служб энергетики. По работе, связанной с пресечением незаконной деятельности по добыче криптовалют. Как дела? Что нового? На сегодняшний день добавилось еще 4 криптофермы. Мощность такая же, остаются те же цифры 26 мегаватт. Отключений веерных нет. Не вам известно адреса, кто, Да, как. все Повторные попытки были, да? Каким-то образом. Делали обход по жилым домам. Ничего не было выявлено. Вот сегодня по району еще были где-либо отключения, а вчера где были отключения? Нигде по району не было. Где-то на низкой стороне, может, провод где-то упал низковольтный, так, чтобы фидера отключались, подстанция отключалась, такого нет. Президент Абхазии Аслан Джания выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной писателя, общественного деятеля, члена Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР, Абхазии и России, заслуженного работника культуры Абхазии, кавалера ордена Ахтапша III степени Терентия Чания. Уход из жизни известного абхазского поэта, прозаика и публициста Терентия Чания – большая потеря для национальной литературы и культуры. Его творческое и духовное наследие останутся в памяти народной, отмечается, в частности, в соболезновании главы государства. В Народном собрании Абхазии состоялось расширенное заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике. Темой встречи стало обсуждение инициированных президентом законопроектов об ужесточении мер за незаконное потребление электроэнергии. Проекты законов, о которых идет речь, были приняты на последнем заседании сессии парламента в первом чтении. Репортаж Алики Трапш. На первом заседании весенней сессии парламента депутаты в первом чтении приняли инициированные президентом предложения по ужесточению мер за незаконное потребление электроэнергии. В частности, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают наложение административного штрафа в размере от 200 до 1000 минимальных размеров оплаты труда. В случае повторного нарушения также предусмотрен штраф в размере 50 МРОТ за каждый киловатт, но уже с конфискацией оборудования для добычи криптовалют. Другой законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше 1 мегаватта, а именно наказание в виде лишения свободы от 3 лет и конфискацию имущества. На заседании комитета депутаты обсуждали, как будут вычислять, сколько потребили правонарушители киловатт, если отсутствуют приборы учета. Заместитель гендиректора Черноморэнерго Зураб Багапш рассказал, что в настоящее время та система, по которой ведутся расчеты, основана на временных мерах, которые были приняты постановлением правительства еще в 1999 году. Там есть пункт, который регулирует введение расчета в случае незаконного подключения к сетям. Послевоенное сложное время у многих либо отсутствовали приборы учета как таковые, и в связи с этим было невозможно им приобретать их, устанавливать. Все эти сложности мы с вами знаем. Вот, в соответствии с этим было принято, что в случае отсутствия или уклонения от установки прибора учета, а также повреждения имеющихся приборов учета и неуведомления об этом службы РЭСа, количество израсходованной электроэнергии по максимальной мощности для всех электропотребляющих агрегатов абонента. То есть получается, что представитель РЭСа должен был войти в помещение, посчитать все, что энергопотребляющее оборудование, исходя из этого посчитать расчет стоимости в течение 24 часов и выставить счет. В течение 24 часов? И здесь есть нюанс. В предыдущем пункте 4.2 там указывалось, что в случае неисправности или ремонта приборов учета количество израсходной электроэнергии определяется по среднему расходу за 3 последних месяца согласно показаниям приборов учета. Этот порядок расчетов сохраняется вплоть до установки новых или отремонтированных приборов учета, но на срок не более 30 дней. Вот эти вот цифры – это все, что регулирует методологию расчета, как рассчитывать, где рассчитывать.
На текущий период по данным видам уголовных и административных правонарушений судебная практика отсутствует. Поэтому в обсуждаемом законопроекте могут возникнуть некоторые сложности, считает судья Верховного суда Генри Гамисония. Если оборудование потребляет 1 мегаватт, то наступает уже состав уголовной ответственности. Я полагаю, что если органами, которые будут проводить проверку и расследование, будут установлены все элементы, необходимые для состава преступления, очевидно, что для суда не будет составлять сложности принять соответствующие решения и сделать соответствующий вывод. Беспокоит другой вопрос. А если этого оборудования до 1 мегабайта не будет хватать там каких-то единиц, то тогда что? Тогда можно заниматься этой деятельностью, не наступит уголовная ответственность. Депутат Илья Гуня, говоря о незаконном подключении к электросетям, подчеркнул, что в законопроекте речь идет не только о майнингах. По его словам, необходимо определить, как закон будет применяться по отношению ко всем нарушителям. Фраза «незаконное подключение» можно применить сегодня к любому абоненту на территории Абхазии, даже к частному дому, потому что частный дом должен иметь с Черноморэнерго договор, в котором есть обязательства сторон. Такого договора зачастую не существует. Как мы будем поступать с этими людьми, как мы будем с ними говорить, как мы будем применять этот закон, в какой части? В части майнинга мы можем подождать, допустим, а потом в частном секторе начать применять. Как у нас это будет градироваться? В ходе обсуждения законопроектов депутат Рауль Лоло предложил убрать из Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях понятие добычи криптовалюты, заменив его на незаконное подключение или потребление электроэнергии. Я считаю, что с точки зрения юридическо-правового оформления это неверно. Мы спокойно могли бы пользоваться постановлениями Кабинета министров, где Кабинет министров прописывает незаконный вид деятельности, как добыча криптовалюты. И использовали бы уже спокойно эти же законы, Уголовный кодекс и сам КоАП, в котором прописан ограничительные и запретительные меры. Допустим, незаконное подключение, бесконтрольное подключение, безучетное подключение. Однако, по словам представителя администрации президента Нателлы Ломи, весь смысл законопроекта заключается в ужесточении мер именно против майнинга криптовалюты. Вот почему это понятие и вложено в текст проекта. Дело в том, что криминализация деяния, именно деятельности по добыче криптовалюты, мы все прекрасно понимаем, что энергетическая система в том состоянии, в котором она сегодня находится, к сожалению, привела именно деятельность по добыче криптовалюты. Именно поэтому у нас отдельно идет выделение в качестве отдельного установления уголовного наказания, криминализации деятельности, именно деятельность по добыче криптовалюты, если это свыше 1 мегаватта. И также, что касается установления меры административного наказания. Мы все неоднократно говорили, в принципе, действующая статья Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает штрафные санкции. Дело в том, что эти штрафные санкции с учетом объема майнинг-ферм, которые зарабатываются средств, если их даже сегодня применять к майнерам, к сожалению, это будет очень легкая мера административного наказания, которые они могут с легкостью оплачивать и впоследствии продолжать этот вид деятельности. Незаконные подключения к электросетям привели к хищению электроэнергии в особо крупном размере на протяжении многих лет. При этом наказания никто не понес. Потому в первую очередь наказание должны понести должностные лица, считает депутат Гиви Кварчи. На мой взгляд, должностные лица должны стоять во главе угла наказания. И депутаты, да, вот, чтобы не резало слух, то есть должностные лица и депутаты. Потому что мы прекрасно понимаем, такие подключения без участия должностных лиц не могут происходить. Свыше мегаватта или там 600 киловатт. Не могут. То есть здесь налицо организованная преступная группа. Это больше, конечно, вопрос к правоохранительным, надзорным органам, к прокуратуре. То есть какую цель мы преследуем? Перманентно бороться с майнерами, так называемыми, или спасти электроэнергетику. Я считаю, нам надо спасать электроэнергию, помочь тем самым и Черноморэнерго, и в целом сфере. С правовой точки зрения вносимые предложения являются верными. И если отдельной статьей в Уголовном кодексе будет прописана эта деятельность, то высокие санкции и меры наказания будут достаточно эффективны, считает представитель Генпрокуратуры Давид Чагава. Почему законодатель вообще по своей специфике, почему всегда стараются заложить более строгое наказание? Потому что вот даже прочитав его, это называется, законодательство работает на пресечение совершения преступления. То есть человек, когда будет знать, что он за такой вид деятельности или за такое вот свое деяние получит очень большой срок наказания, плюс еще который ударит по его материальной составляющей, это
это создается уже мнение, что не надо совершать этих преступных действий. Все достаточно весьма решаемо. Есть и соответствующие рычаги, и возможности. Исчисляется, вот на 3 столпах стоит. Это соответствующий надзор уполномоченным на то органам в этой сфере, это, я не знаю, Черноморэнерго или Энергонадзор. Правильное составление техническое, соответствующей документации для того, чтобы в дальнейшем при неисполнении она передавалась или в органы Министерства внутренних дел, или в органы прокуратуры, потому что с правовой точки зрения надо делать все правильно, для того, чтобы, если возникнет вопрос о привлечении лица к уголовному наказанию, чтобы мы, как демократическое правовое общество, поступали правильно. Человек пока не признан виновным в судебном порядке, никто его ни в чем обвинять не может. Поэтому, говорю, первое – это надзор. Заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике будет продолжено во вторник, 9 февраля. Депутаты намерены выйти с предложениями поправок в законопроекты, касающиеся ужесточения мер за незаконное потребление электроэнергии. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 259 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден 23 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, в тяжелом состоянии 28 человек. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очимчирской ЦРБ 12, в Скворчалской ЦРБ 8 человек, в Гагарской ЦРБ 37, в Российском военном госпитале в Сухуме 26 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 761 человек, 180 летальных случаев. Выздоровели 10 598 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин и заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Полковников поддерживают инициативу создания при посольстве России в Абхазии Совета по делам соотечественников. Об этом говорится в официальных письмах, направленных в адрес общественных организаций «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии», «Казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечества. Как сообщает пресс-служба Русской общины и Черноморского казачьего войска Абхазии, в конце 2020 года вышеперечисленные организации направили официальные письма в адрес посла, руководства МИД России и Россотрудничества с предложением о целесообразности создания при посольстве Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия. Центр социально-экономических исследований подвел итоги своей деятельности за 2020 год. Автономная некоммерческая научная организация провела не один круглый стол, обсуждая различные актуальные вопросы. За прошедший год был организован онлайн-семинар. Сотрудники центра также принимали участие в международных научно-практических конференциях, работали над научными публикациями и социологическими исследованиями. Директор ЦСИ Олег Деменя обратился к приглашенным с просьбой озвучить свои мнения о деятельности Центра, чтобы определить перспективы и сделать работу организации более эффективной. Выступавшие отмечали важность проводимой Центром исследовательской работы и говорили о необходимости ее расширения и по другим аспектам жизни государства. Ваша работа оценивается положительно, и я так считаю, что вы провели замечательную работу. Есть другой центр стратегических исследований. Вы, возможно, можете взаимодействовать с ним. Не знаю, как сложатся обстоятельства, как сложатся ваши отношения. Там тоже, значит, будет работать коллектив какой-то. Мне кажется, если вместе какие-то мероприятия проводить, что-то друг друга дополнять. Мы же работаем на что? На наше государство, на наше общество, на наш народ, на нашу страну. Поэтому разделяться и говорить, что, извините, мы вот, значит, некоммерческая организация, мы, значит, вот правительственная организация и прочее, значит, какую-то устроить, так сказать, нездоровую конкуренцию, конечно, не следует. Я думаю, что
есть вопросы, которые можно вместе, сообща. И мне кажется, что взаимодействие, ваше взаимодополнение очень будет конструктивное, поскольку он называл такие вопросы, которыми вы не очень занимаетесь. Расширенный репортаж об итогах работы Центра стратегических исследований смотрите в нашей программе 6 февраля. Исполнилось 42 года с момента преобразования Сухумского государственного педагогического института в Абхазский государственный университет имени Максима Горького. АГУ прошел сложный и славный путь становления. Сухумский педагогический институт был основан постановлением Наркомпроса Абхазии в 1932 году. На 3 факультетах – агробиологическом, физико-математическом и общественно-литературном – обучались 85 студентов, имелось всего 3 кафедры и 17 сотрудников. Первым директором института стал Андрей Чочуа. В Абхазский государственный университет институт был переименован в 1979 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР. Это стало возможным благодаря национально-освободительному движению абхазского народа. Первым ректором университета стал Зураб Вианорович Анчабадзе. Сегодня АГУ является научно-учебным комплексом высокого уровня. Университет является участником Евразийской ассоциации университетов, Оксфордского академического союза и других международных объединений. Профессорско-преподавательский состав удерживает престиж вуза и создает большие возможности для самореализации студентов, готовит специалистов по множеству направлений. Госкомитет по репатриации направит 50 миллионов рублей в 2021 году на выплату пособий за 3-го ребенка. Размер единовременного пособия составляет 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был принят на первом заседании весенней сессии парламента. О том, как будет осуществляться выплата и какие документы нужны родителям при подаче заявления на получение пособия, в материале Гугуцы Вардания. За январь и пару дней февраля в Госкомитете по репатриации Абхазии уже 35 заявлений на получение пособий за 3-го ребенка. На их выплаты многодетным абхазским семьям в 2021 году планируется направить 50 миллионов рублей. Но этот процесс еще не начался. Мы осуществляем выплату этих пособий от 3 и выше детей по 100 тысяч. Мы сейчас ждем соответствующие документы, постановление парламента Республики Абхазия, мы ждем это и приступаем к реализации наших этих мероприятий по выплате. Выплата единовременного пособия начнется, как только в Государственный фонд репатриации будут спущены все документы. Для получения выплат родителям необходимо обратиться в Госкомитет по репатриации в отдел демографии. За 2020 год поддержку получили 445 семей. Хочу напомнить ряд документов, перечень, в который входит 5 пунктов. Это свидетельство о рождении ребенка, и свидетельство всех детишек в семье, копию паспорта родителей и счет в Сбербанке. И плюс справка с места жительства в составе семьи. Программа по выплате пособий направлена на развитие демографии республики и касается она абхазских семей. Ранее проект осуществлялся внебюджетным демографическим фондом «Асхара». Уже с 2020 года проект был передан Госкомитету по репатриации. Кроме того, в Госкомитете есть специальная база, куда вносятся все данные о выплате семьям. Таким образом, получить повторно пособие невозможно. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 4 февраля при тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенном в поселке Цендрипшгагарского района, было обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут. По предварительной версии, россиянин задохнулся от угарного газа, сообщает пресс-служба МЧС. Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на жительницу села Ачгуара Учимчирского района. Все подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел.
Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на жительницу села Ачгуар Ачимчирского района. Как ранее сообщалось, трое неизвестных в масках проникли в дом пожилой женщины вечером 29 декабря прошедшего года. Вооруженные огнестрельным оружием лица, действующие по предварительному сговору, применили к потерпевшей физическое насилие и завладели чужим имуществом. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском отделов милиции Чимчирского и Ткварчалского районов задержан Алани Беслан Заурьевич, 1988 года рождения. В отношении задержанного 1 и 2 февраля проведены следственные мероприятия с проверкой показаний на месте преступления. Беслан Алани указал на детали совершенного преступления, жилище потерпевшей и дал признательные показания. В результате разбойного нападения женщине 1952 года рождения нанесены ожоги обеих голеней и травма грудной клетки, множественные ссадины в области лица и рваная рана головы. Поживившись деньгами в сумме 15 700 рублей и сотовым телефоном, нападавшие скрылись с места преступления. Гражданин Алани содержится под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения, а также незаконного хранения огнестрельного оружия, проводит следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. «Культура детям» – так называется проект министра культуры Абхазии посла доброй воли Гудисы Агрба. В рамках проекта дети из различных уголков Абхазии получают возможность ознакомиться с историей и культурой народа. На этот раз подопечным благотворительного фонда «Ашана» Анне Ашуба и ее сестре Рабие, а также Николь Аргун была организована экскурсия по Абхазскому государственному музею. Вместе с ними на экскурсию отправилась и наша съемочная группа. Репортажи Эсмы Гуланзе. Самый древний абхазский музыкальный инструмент – это абхерца. Вот он. Абхерца. Вот посмотрите. И на слух. Абхерца переводится как абхельцо. Национальные музыкальные инструменты, традиционная одежда и старинные предметы быта. Этнографический отдел – это особая часть экскурсии. Здесь можно убедиться в уникальности нашей истории и культуры. В центре зала расположен макет традиционного абхазского двора, выполненный в мельчайших деталях, с большим домом и хозяйственными постройками. А еще здесь представлены вещи, которые редко встретишь в обиходе. Женское седло. Сюда садились не мужским стилем, а боком. Дети впервые посетили залы разных исторических эпох. Анна, Рабия и Николь с интересом рассматривали экспозиции. Они узнали об уникальных животных, обитавших в Абхазии миллионы лет назад. Он был этот пещерный медведь. Он не такой, как мы с вами привыкли видеть по телевизору или в цирке. Он с горбом. Кто-то говорит, что он был хищный, кто-то говорит травоядный. Кто же его знает, какой он был, но вот его кость. За 100 лет существования музея в нем собрано более 250 тысяч экспонатов, имеющих огромное значение для историко-культурного наследия нашей страны. Экскурсия в музей – это часть проекта «Культура детям», созданного по инициативе министра культуры Гудисы Агрба. В этот раз участниками экскурсии стали подопечные благотворительного фонда «Ашана». Наш проект мы предполагали проводить более широко. Мы хотели приглашать детишек в большем количестве, но, к сожалению, по известным причинам в связи с пандемией мы, конечно же, беспокоимся и боимся за детишек, и в силу этого мы вынуждены вот в таком ограниченном составе проводить наши проекты. Но в будущем мы искренне надеемся, что ситуация изменится, и мы планируем проводить подобные акции. Я уверен, что они станут уже у нас традиционными. Проект «Культура детям» обязательно получит продолжение, охватывая различные объекты историко-культурного наследия нашей страны. Участником проекта может стать любой школьник, отправив заявку на почту. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Состоялась встреча главы администрации города Сухум Беслана Эшба с мэром Сочи Алексеем Капайгородским. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Мэр Сухума Беслан Эшба посетил Сочи по приглашению главы города Алексея Капайгородского. Встреча состоялась в администрации Сочи. «У нас с вами особые отношения, мы добрые соседи», – сказал глава города Сочи, приветствуя делегацию мэрии Сухума. Он выразил уверенность, что встреча послужит хорошим стартом для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Уважаемый Беслан Федорович, уважаемые коллеги,
рады приветствовать в нашем городе. Вы знаете, у нас с вами особые отношения, мы добрые соседи. У нас и море одно, и климат один, и гости одни. Им нужно, чтобы всегда было комфортно, уютно, безопасно. Самое главное, в этом году у нас в городе Год молодежи. Это наше городское мероприятие, чтобы больше времени уделить проблемам молодежи, поиск путей решения их. Поэтому здесь, в этой части, мы бы с вами тоже вместе поработали. В принципе, запросы у них одинаковые. Я не думаю, что у вас они чем-то отличаются. Поэтому было бы правильно, чтобы мы тоже разработали ряд программ по взаимодействию. Но опять же, туристическая повестка, все, что касается повестки продуктовой, здесь тоже можно будет с вами поработать. Ну и добро пожаловать, мы готовы к диалогу, выработке решений. Я думаю, что сегодня после встречи проработается, появится ряд инициатив, и мы будем все эти мероприятия выполнять с большим уважением к вам и к тому, что вы делаете для нас. Уверен, что укрепление партнерских отношений между нашими городами принесет пользу как сочинцам, так и жителям Абхазии, сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, хочу сразу передать слова приветствия от имени президента нашей страны Аслана Георгиевича Абжаня, от жителей нашего города. Большое спасибо, что нашли время принять нашу делегацию. Как известно, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия установлен стратегический союз. Я уверен, что и на уровне наших городов, тем более соседей, мы своими взаимодействиями сможем еще больше и глубже укрепить наше сотрудничество и, по сути, закрепить все это братскими и дружескими отношениями. Уверен, что удастся обсудить те вопросы, которые вы сейчас назвали. Мы так и были настроены по тем направлениям, которые вы сейчас озвучили. С удовольствием обсудим и хотим действительно, чтобы все пошло именно в таком конструктивном ключе и давало определенные результаты. Участники встречи подчеркнули, что повестка конкуренции между двумя городами давно устарела, и в современных условиях нас связывает не только великолепная природа, мягкий субтропический климат, зрелищные объекты показа и бальнеологические возможности. Было отмечено, что большинство туристов, приезжающих на отдых в Сочи, дополняют свои впечатления курортно-туристическими достопримечательностями и гостеприимством Республики Абхазия и наоборот. Хотелось бы отметить, что та повестка, которая долгое время превалировала, при которой наши города рассматривались как некие конкуренты, она в современных условиях устарела, и как раз целью нашего сегодняшнего визита является эту повестку сменить. Ислам Федорович отметил то, что мы настроены на долговременное, длительное сотрудничество и дружбу. Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в части продвижения продукции абхазских производителей на территории Сочи и сочинских производителей в Сухуме, совместного участия в форумах и выставках, сельскохозяйственных ярмарках. Также договорились об участии абхазской молодежи в культурных и спортивных мероприятиях Года молодежи в Сочи. В завершении встречи Алексей Капайгородский и Беслан Эшба обменялись подарками. Мадина Афганба, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.